День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Главное событие недели – итоги года с Владимиром Путиным. 4,5 часа и более 3 миллионов вопросов от зрителей и журналистов. Среди них и важные ответы для Якутии. В республику тем временем прибыл первый замруководителя администрации президента России Сергей Фурсенко. Узнаем подробности визита. В Якутии продолжается строительство Ленского моста. Как строят грандиозный проект в экстремальные морозы. С наступлением холодов, к слову, количество обращений с обморожением конечностей увеличивается. Как уберечь части тела и не попасть в статистику пострадавших. Ну а до Нового года тем временем 10 дней. Наши корреспонденты расскажут, как собрать праздничный столб без ущерба для кошелька. Главное событие – итоги года с Владимиром Путиным. Мероприятие прошло в гостином дворе в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Глава государства в прямом эфире ответил на вопросы и жителей страны, и СМИ. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. Якутским журналистам также удалось задать вопрос Владимиру Путину. И не один, а сразу два. Что коллегам ответил президент России, а еще об эмоциях и переживаниях журналистов в материале Айсены Бурнашовой. Сразу после прямой линии Владимира Путина. Вы просто блистали сегодня. Якутия – хедлайнер события. Впервые в истории итогов года якутским журналистам удалось задать президенту страны не один, а сразу два вопроса. Давайте еще из зала пару вопросов. Вот Якутия, да, пожалуйста, дайте микрофон. Олег Колесов, НВК «Саха». Мы представляем самую холодную точку мира Якутию. Когда грядущий год объявлен годом единения народов России, когда плечом к плечу на передовой за Родину сражаются бойцы разных национальностей, вопрос о сплочении, общих ценностях, культуре выходит на первое место. В следующем году у нас в Якутске откроется уникальный отеческий центр эпоса и искусств и новое здание Высшей школы музыки. Хотим пригласить вас и на их открытие. Также Якутия славится кино, и сейчас готовится фильм о герое России Андрее Григорьевиче Туте. И мы будем ждать от вас поддержки и какие меры будут предприняты поддержки народов России в год единения народов. Спасибо. Но что касается поддержки народов, мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры, языков народов России. И это делается и в школах, в средствах массовой информации, в литературе. Но вот вы сейчас сказали о направлениях, различных направлениях деятельности в Якутии. Якутский народ очень талантливый. И не случайно там эта школа музыки появляется. Я часто вспоминаю свою первую поездку, когда пришел вот в такую школу музыки. И кинематография тоже развивается в Якутии здорово. Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается. Но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать. Во всем мире, наверное, нет. И вот фильм, о котором вы сказали, конечно, поддержим, сделаем все для проката и так далее. Вам, как военному корреспонденту, было важно задать именно этот вопрос сегодня? Да, безусловно, потому что я не понаслышке знаю, как наши бойцы реально вот плечом к плечу, независимо от национальности, вероисповедания, они находятся в зоне СВО и очень ответственно работают в таких тяжелых ситуациях. Поэтому мне вот такой вопрос задавать надо было. Ну что, фильм тогда будет про Туту? Обязательно мы ждем. И самое главное, что президент одобрил и сказал, что поддержит. Поддержит президента и принципиально важный для Якутии вопрос энергетики. Чтобы в домах и школах Арктики не было ычу. Ычу, это что такое? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Анна Ирыгина. Я из Якутии, представляю ГТРК «Саха». Ичу переводится с якутского языка как
холодно. Стоимость за электроэнергию в якутской Арктике выросла многократно. Тариф для школ, больниц и других социальных учреждений за последние 4 года увеличился в 10 раз с 5 до 50 рублей за киловатт в час. И при этом остается высоким уровень аварийности. А вы знаете, что у нас на севере и в Арктике аварии – это сродни катастрофе. И такая вот просьба, возможно ли нам вернуть дальневосточную надбавку взамен той, что существует сегодня в урезанном виде хотя бы на территории Арктики. Это очень важный вопрос для северов в целом, для Якутии в частности. Я обещаю вам, что обращу на это внимание. У вас в целом экономика развивается, и она, конечно, требует большего количества энергии, причем по доступным конкурентным ценам. Обязательно этим будем заниматься. В Якутии очень важно, потому что это кладезь на самом деле полезных ископаемых. И там есть над чем работать, и составляющая энергетики тоже будет в центре нашего внимания. Не сомневайтесь. Ваш вопрос я отметил, мы этим позанимаемся отдельно. Действительно важно, что нам в этом году повезло. Мы задали 2 важных вопроса. Мы с Олегом, как инь-янь, у Олега про культуру, он как военкор, конечно, должен был задать такой вопрос. И я задала немножко совершенно другой вопрос, зеркально, можно сказать, и тоже получила положительный ответ от президента. Но та самая табличка ИЧУ постаралась президенту рассказать, донести, что она означает. Ну и, собственно, как-то актуализировала с тем вопросом, который удалось задать. цепкие плакаты, украшения, национальные наряды. Репортеры разными способами пытались привлечь внимание главы государства. Всего в якутский пул вошли 4 журналиста. Для каждого это первое участие на пресс-конференции президента. Когда где-нибудь за пределами региона или за пределами страны, я всегда украшения якутские надеваю, это всегда внимание привлекает и красиво смотрится, и сразу подчеркивается, откуда ты, да, сразу все понятно. В этот день в гостином дворе работали почти 600 журналистов из России и других стран. Шанс задать вопрос президенту выпал не всем. За 4,5 часа Владимир Путин ответил на более чем 80 вопросов. Всего же президенту прислали более 3 миллионов вопросов. Каждый журналист мечтает попасть на итоговую конференцию президента страны. И то, что выпала такая честь мне, это тоже огромный плюс. И я очень рада, очень благодарна. И вообще очень хорошие только впечатления остались. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Накануне в Якутию прибыл первый замруководителя администрации президента России Сергей Фуртенко. Он встретился с главой республики Айсеном Николаевым. После обсудил с членами правительства региона и руководителями промышленных компаний взаимодействие с благотворительным фондом «Высокотехнологичная медицинская помощь» в рамках подписанного ранее соглашения. Спикеры поднимали вопросы оказания высокотехнологичной помощи участникам СВО с частичной или полной утратой подвижности. Уже 20 декабря Фуртенко посетил бал чемпиона. В ходе мероприятия принята хартия этики российского спортсмена, собравшая 9 пунктов морально-нравственных принципов для всего спортивного сообщества страны. Документ подчеркивает честность, патриотизм, уважение к соперникам и традициям. Также мы обсуждали вопросы, связанные с реабилитацией ребят, вернувшихся с СВО. На ранних стадиях реабилитации у нас на Егоре Драйв проводится школа картинга для лиц с ограниченными возможностями. И совершенно фантастические результаты, связанные с этим. Ребята возвращаются к нормальной жизни, психологически реабилитируются, но и не только психологически, но и физически. В Якутии в преддверии Нового года состоялось торжественное вручение федеральных и республиканских государственных наград. В Доме правительства собрались те, кем заслуженно гордится республика. Герои специальной военной операции, представители разных профессий. Глава региона Айсен Николаев вручил медали за отвагу и заслуженным работникам, орден Пирогова, почетные звания РФ и республики, а также знаки отличия «Гражданская доблесть». В городе Якутске. Труды были не зря. Мы старались
как могли. Никто не каждый солдат делал то, что мог делать, все, что от него зависящее. И, в принципе, очень радостно то, что отмечается это. Работа очень сложная, трудная, сопряженная с риском для жизни. В принципе, мы свои боевые задачи не проваливали, всегда добивались цели поставленной. И рад то, что получилось получить награду. Изготовление одежды, закупка предметов первой необходимости, лекарств, участие в благотворительных акциях. Жительницы поселка Лебединово в Алданском районе стремятся оказать военнослужащим СВО разного рода поддержку. Одно из направлений составляет плетение сетей. Чем ценна такая добровольческая деятельность, у жен, матерей и бабушек узнали наши корреспонденты. В клуб поселка Лебединово матери, бабушки и жены приходят утром. Здесь они изготавливают маскировочные сети для военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации. Производственный процесс идет бесперебойно. На специальном станке ленты нарезаются буквально за минуту. Две мастерицы делают заготовки необходимой длины. Большая часть бригады работает на плетении полотна. Сети мы начали плести в марте 23 года. У нас была маленечко другая техника плетения сетей. Нам сразу же, мы, наверное, поплели месяца два, и житель поселка Лебединый Захаров Сергей Васильевич сделал нам станок для резки тканей, что очень облегчило наш труд. Татьяна Кураленя работает в детском саду Лебединово инструктором по гигиеническому воспитанию. Вторник и четверг у Татьяны Дмитриевны свободны, и в эти дни она с утра идет в клуб. Что побудило меня? Это просто материнская боль за наших парней. Я говорю, у меня на СВО был племянник, который по ранению был мобилизован, и сейчас уже находится дома. Изготовленными сетями можно укрыть технику любых размеров. Между собой полотна связываются. В случае разрыва сеть можно починить. Земляки-бойцы, а с ними жительницы Лебединого постоянно поддерживают связь, отмечают, что изделия получаются надежными и прочными. Они все время говорят, девчонки, они очень нам помогают. Помогают везде, говорит, и в тылу помогают. И когда идем в наступление, и прикрываем мы технику, говорит, ими. Отправки грузов с гуманитарной помощью от жителей поселка Лебединово осуществляется через Алданский волонтерский центр «За нас». Взаимодействие с центром ведется по разным направлениям. Я бы хотела отметить лебединцев как очень ответственных товарищей. Они так замечательно плетут сети, регулярно, постоянно и очень качественно. Вот уходит машина, последние прям денечки, и надо бы еще вот сюда добавить и вот сюда добавить этим бойцам. И всегда раз позвонишь, Светлана Сергеевна, да, привезем 2 сети или сколько там они приготовили. Женщины стремятся оказать бойцам различную поддержку. Они изготавливают одежду, делают закупки, присоединяются к благотворительным акциям и участвуют в гуманитарных сборах. Жители Лебединова убеждены, поддержка российских военнослужащих – единая задача для всех нас. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Лебединый. Более 3000 квадратных метров для полета фантазии и творческих начинаний. В Якутске торжественно распахнул свои двери многофункциональный центр «Патриот». На 2 этажах базируются молодежные общественные организации. Для этого был объявлен конкурс, победители которого и стали обладателями одного из пространств «Патриота». Помимо традиционных кабинетов, в центре разместились роллер-дром, игровая комната для самых маленьких, собственная концертная площадка на 250 мест и даже тренажерный зал. Мы надеемся, что сюда может прийти любой, начиная со школьника, заканчивая молодыми родителями. У нас есть комната матери и ребенка. На 1-м этаже у нас будет, например, кафешки, уже будут пространства, где можно посидеть с ноутбуком, поработать, да? И, соответственно, все это вкупе должно делать такое пространство, где молодые люди могут более-менее отдохнуть. Я как человек с 3 детьми уверен, что молодые мамы это должны оценить. У нас есть тоже комната для детей, тоже оставить. Там будут аниматоры. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутии остается нерасселенным порядка 154 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают порядка 8 тысяч человек. Для решения этой проблемы президенту России предложено рассмотреть возможность финансирования в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в регионе уже утверждена республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья, которая рассчитана до конца 2026 года. Буквально на этой неделе в Государственной Думе Российской Федерации данный законопроект должен быть рассмотрен. Он стоит в плане работы. И, наверное, более интересные вещи можем проговорить позже, когда закон примут или не примут. Да? Но в любом случае мы за то, чтобы этот законопроект был поддержан, потому что те цифры, которые сегодня еще раз подтвердил министр, они неподъемные для республиканского бюджета однозначно. Между тем, в Якутске жители деревянных домов все чаще жалуются на трудности зимой. В доме, например, по адресу Дежнева, 81/6, люди ежедневно рискуют подскользнуться. Придомовая территория превратилась в каток из замерзших фекальных стоков. Причины коммунальной проблемы выяснял и наш корреспондент. Вот это все вытекло за вчерашний день. Вот, опять же, вот свежие ручейки совсем. Два дома, одна проблема. Уже третий год жители деревяшки Надежнева страдают от вездесущих фекальных вод. Вот все затоплено водой. Если крышку открыть, вот в пол трубы она затоплена вот. Староста дома Елена Бусел рассказывает, источник разлива до сих пор точно не установлен. Предположительно, вода поступает либо из септика, либо из квартир на втором этаже соседнего дома. До сих пор мы не можем понять, откуда вот этот весь разлив. Такое ощущение, как будто кран сорван, и вода льется и льется, льется и льется. День и ночь льется. В общем, я везде звоню, везде пишу, в общем, и толку нет никакого. В МУП «Жилкомсервис» ситуацию объясняют двумя возможными причинами. Либо жители превышают допустимый объем водопотребления и септик не справляется с нагрузкой, либо имеет место несанкционированный слив. Жильцы сливают конкретно с отопления. И, соответственно, показаний нету, и мы, получается, норма только 100 кубов идет в месяц. И, соответственно, вот соседние дома затапливаются. Совместно с управой округа коммунальные службы провели осмотр квартир с целью выявления протечек. Одна из них была обнаружена. Съемочная группа попыталась попасть в ту же квартиру. Мы хотим проверить сантехнику, унитазы. А кто вызывал? Ну, насчет соседнего дома, там проточка идет и заливает придомовую территорию. Нет. Не откроет. Что касается откачки, она проводится с превышением нормы в 3,5 раза, несмотря на частые поломки техники из-за сильных морозов. В ноябре было откачано около 350 кубометров, в декабре более 100. За месяц мы должны только 5 раз приезжать в течение месяца. А мы, получается, каждый день не можем качать, потому что у нас есть и другие дома по городу. Я предлагаю, чтобы управляющая компания прошлась по квартирам, да, и совместно с управой, чтобы еще раз постучались. Мы тоже неоднократно ходили и дошли до каждого собственника, проверили каждый смеситель, каждый этот перебор холодного горячего водоснабжения. В управляющей компании о проблеме знают. По словам специалистов, все выявленные протечки были устранены, а канализационная система дома полностью отремонтирована. Жителям прекратить, во-первых, водоразбор системы центрального отопления и прекратить несанкционированный слив в систему, канализационную систему дома. Зона ответственности управляющей организации заканчивается по внешней стене фасада здания. Дальше зона ответственности непосредственно поставщика. В данном случае Жилкомсервис. Староста дома Елена Бусел уже подготовила обращение к мэру Якутска и главе республики. Жители надеются, что проблему удастся решить до весны и ситуация не перерастет в более серьезные последствия. Даяна Федорова, Джулстан Накентьев, Якутск.
Уже в следующем году россиян ждут изменения в сфере жилищно-коммунальных услуг. С марта крайний срок их оплаты сдвинется на 15 число. В Госдуме заявили, мера призвана помочь гражданам, получающим зарплату 12 или 15 числа. По словам депутатов, им неудобно оплачивать коммунальные услуги 10 числа каждого месяца, из-за чего у них и появляются просрочки и начисления пени. Закон также переносит и крайние сроки предоставления платежей с 1 числа на 5. Инициатива даст больше времени и ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям для расчета начислений. К слову, граждане России имеют право на перерасчет платы за коммуналку, если они отсутствовали в своей квартире более 5 полных дней подряд. Это особенно актуально в период новогодних праздников. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Перерасчет распространяется на услуги, которые рассчитываются по нормативу без индивидуальных приборов учета. Это, например, холодная и горячая вода, водоотведение и газ. Однако за отопление перерасчет не предусмотрен. Для получения перерасчета необходимо заранее уведомить управляющую компанию. И еще немного о росте тарифов. С 1 января в Якутске подорожает проезд в маршрутных автобусах. Точная стоимость проезда за наличку составит 58 рублей. Это решение стало ответом на совокупность внешних экономических вызовов, с которыми столкнулся городской транспортный комплекс. Об этом заявил мэр Якутска Евгений Григорьев в ходе своей пресс-конференции. Он отметил, за минувший год существенно выросли затраты на содержание транспорта. Цена на метан увеличилась сразу на 17%, подорожали запчасти и топливо. Мэр при этом подчеркнул, в условиях общей инфляции и увеличения МРОТ транспортным предприятиям становится сложнее работать по старым тарифам. Повышение цен – это вынужденная мера, чтобы сохранить качество и устойчивость работы пассажирского транспорта. Настоящие якутские морозы ударили по столице, вместе с ним улицы заволокло густым, как молоко, туманом. Плохая видимость может сыграть злую шутку, и, к сожалению, уже это сделала. Только за минувшие выходные в городе зарегистрировано 15 ДТП. Госавтоинспекция блюдит за дорогами, вместе с инспекторами на рейд вышла и наша съемочная группа. Морозные узоры, искристый снег. В зиме, безусловно, много прекрасного. Но вот кому тяжело разглядеть эту красоту, так это автолюбителям. Ведь для них холодное время года приносит две напасти – лед и туман. И если о безопасности на дороге не думаете вы, то за вас подумают инспекторы ГИБДД. От внимания представителей власти не ускользнуть. Сотрудники госавтоинспекции проводят патрули по всему Якутску. Сейчас инспекторы следят за тем, чтобы у машин были включены противотуманные фары и ближний свет. Базовые правила, когда не видно низги. Впрочем, это не мешает ловить водителей и с другими нарушениями. Меня остановили за тонировку. В условиях недостаточной видимости тонировка очень опасна. Не рекомендую, особенно зимой и в туман. И особенно в минус 45 градусов. Но в целом, ребята, будьте осторожнее, водители, ребята, особенно. Несмотря на раскаяние и осознание ошибки, от штрафа молодому человеку никуда не деться. Придется заплатить в казну 500 рублей. Да, сумма небольшая, но в голове всегда нужно держать простую истину. Наша безопасность в первую очередь наша ответственность. И эти слова применимы ко всем участникам дорожного движения. Поэтому госавтоинспекция взывает к сознательности и водителей, и пешеходов. Дальний свет не рекомендуется использовать в туман, так как он ослепляет. Избегайте также резких маневров, не совершайте обгонов, перестроений и резкого торможения. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде, вещах светоотражающие элементы. В тумане и в темное время суток они делают пешеходов заметными для водителей на расстоянии до 150 метров. Переходите дорогу также только по пешеходным переходам и будьте предсказуемыми для водителей. К слову, в городе работают еще и камеры, которые автоматически фиксируют правонарушения. А до 11 января инспекторы будут трудиться в усиленном режиме, чтобы новогодние каникулы прошли с максимально минимальным количеством несчастных случаев на дорогах. Эржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. С наступлением холодов увеличивается и количество обращений с обморожениями рук и ног. Как уберечь части тела и не попасть в печальную статистику, расскажет наш корреспондент.
С начала декабря 43 человека обратились в ожоговый центр республиканской больницы номер 2 с признаками обморожения. 27 потребовалась госпитализация. Ежегодно за помощью к врачам обращается порядка 200 человек. Это не сухая статистика, а спасенные жизни. Медики сантиметр за сантиметром спасают пораженные части тела. Замерз. Скорая привезла сюда. А вы что-нибудь помните вообще? Нет, не помню. Врачи ожогового центра имени Василия Божидонова круглосуточно принимают пациентов с различными степенями обморожения. Наиболее серьезными считаются 3-я и 4-я стадии. Наступают серьезные некротические изменения в тканях. И если такой пациент находился длительно, то да, наступает необратимое изменение. И, конечно, в таких случаях, несмотря на все проведенное лечение, пациент теряет, скажем, сегмент какой-то, да, пальцы или там фаланги, там какую-то конечность, так совсем, когда очень глубоко и долго находился пациент на улице, то есть возможность при правильном оказании первой помощи, первой врачебной помощи, при условии, что он незамедлительно поступит к нам, восстановить микроциркуляцию тканей, тем самым, скажем, пациент может избежать глубоких некрозов. Что стоит помнить при обморожении? В первую очередь нужно достать пострадавшего в теплое место и дать теплое питье. Дальнейшие действия будут зависеть от тяжести повреждения. Первая степень – согреть пораженные участки кожи и наложить ватно-марлевую повязку. 2-я, 3-я и 4-я степени – исключить быстрое согревание, наложить теплоизолирующую повязку, вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Что же нельзя делать при обморожении? Давать пить пострадавшему кофе и алкоголь. Растирать обмороженную часть тела снегом или жесткой тканью. Подвергать место отморожения тепловому воздействию. Растирать поврежденную кожу маслом, жиром или спиртом. Самостоятельно вскрывать пузыри и удалять некротизированные ткани. Врачи напоминают, первыми симптомами обморожения являются покалывание, побледнение и похолодание кожи, ограничение подвижности конечностей. В случае появления волдырей на коже необходимо немедленно обратиться в ближайшую больницу. Вероника Таюрская, Виктор Дичковский, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Долгожданное оптоволокно на севере. На форуме «Цифровой алмаз» был дан старт «Синергии Арктики». Крупнейший телекоммуникационный проект страны обеспечит высокоскоростным интернетом удаленные уголки Якутии. Подробности в сюжете далее. Запуск разрешаем. 10 лет назад едва ли можно было всерьез надеяться, что на нашем суровом и сложном севере появится быстрый интернет. Но время, как и мы, на месте не стоит. Через 3 года у 50 тысяч северян будет постоянный доступ к всемирной паутине. И все благодаря проекту «Синергия Арктики». Конечно, это другое уже качество интернета, это другая его стоимость. И, конечно же, с точки зрения безопасности и надежности телекоммуникационной инфраструктуры не только Якутии, но и всей страны. Это грандиозный проект, потому что мы закольцуем и с Чукоткой с востока, и на севере северным морским путем. В век, когда уже даже питомцы могут быть электронными, интернет – это не прихоть, а необходимость. Чтобы устранить цифровое неравенство, в 15 районах республики протянут больше 7 тысяч километров оптоволокна. Это позволит обеспечить скорость не менее 100 мегабит в секунду. Проект был, по сути дела, инициативой республики, инициативой конкретных людей, которые, так сказать, добились того, что федеральный центр эту программу нам согласовал, и мы сейчас это будем делать. И этот проект делается во благо людей и во благо будущих, так сказать, недропользователей, потому что без связи инфраструктура невозможна, и связь является ее неотъемлемой частью, а арктическая зона – это потенциальные недра и, значит, так сказать, ресурсы нашей страны, которые будут недропользователям доступнее в том числе. Жители труднодоступных территорий уже предвкушают, как сильно изменится их жизнь с приходом ВОЛС, причем все ее сферы, от медицины до простых развлечений. Оптоволокно, значит, существенно, да, повлияет на работу медицинских работников и вообще на, значит,
населения. Когда будет на скоростной интернет, мы будем быстрее узнавать последние новости, общаться с родными, близкими. Население очень давно этого ждет с нетерпением. Надеемся, что в скором времени интернет появится в нашем районе. Строительство начнут в следующем году. Тогда же оптоволокно проложат в первых 8 селах. Всего по плану к 2028 году цифровизация должна охватить 61 населенный пункт. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. 14 километров общей протяженности, 26 опор и почти 1000 свай. Таков масштаб Ленского моста, инициативы, которая реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Но здесь значение имеет далеко не размер, а климат. За каждым километром дорог, за каждой опорой моста труд людей, которые ежедневно бросают вызов суровой природе. Как строители не прекращают работу даже в самые лютые морозы, и как собирают опоры при экстремальном холоде и коротком световом дне. Ответит на эти вопросы наш корреспондент. Мегапроект на вечной мерзлоте продолжает свое строительство, тем более погода как раз такая, что подморозила. Несмотря на такие экстремальные условия, работа здесь продолжается. Кстати, именно здесь применяют уникальную в российской практике технологию наплавных кофердамов. Работа над самым большим из них, 9-м, прямо сейчас ведется на одном из берегов, где будет располагаться Ленский мост. В таких технологических укрытиях активно ведется работа по сборке элементов будущего моста. Сейчас под 9-й кофердам уже подготовлена площадка, а всего на предприятии трудится почти 150 человек. Строители работают в условиях, где даже металл стонет от холода. Но они не сдаются. Шаг за шагом, свая за сваей. Они создают будущее. Ведутся работы по изготовлению арматурных каркасов на специализированном навивочном станке, который сокращает трудовые ресурсы, увеличивает производительность. На сегодняшний день из 920 свай на Ленском мосту уже порядка 800 каркасов изготовлено до 100%. А теперь оказываемся внутри бытовки. Если снаружи все процессы словно заморожены, то здесь кипит работа. А вот одно из интересных мест. В или на мы находимся, я пока еще не определилась, но одно могу сказать точно. Это одна из частей 9-го центрального, самого большого кофердама, который будет держать Ленский мост. Условия работы здесь созданы специфические. Сварочные работы должны проводиться при температуре не ниже плюс 5 градусов. Вот, например, прямо сейчас рабочие трудятся над укрупнением одной из частей кофердама. К слову, трудятся здесь специалисты из разных уголков страны. Так, например, Константин приехал на заработки из Амурской области. К суровым погодным условиям привык. Это не самые большие морозы. Бывали и больше. То есть холод не пугает? Нет, абсолютно. Технология заключается в том, что вот производится сборка панелей, ставок. Все варится по керамическим подкладкам. Дальше производится зачистка. Спустя почти год с официального старта строительства сегодня работы ведутся на обоих берегах почти что в круглосуточном режиме. Планы подрядчиков на ближайшее время – возведение первой опоры левобережной эстакады. А немного погодя, этот объект не просто свяжет два берега. Он откроет новую веху транспортной доступности для всего северо-востока России. Надежда Саханская, Стас Потапов, Табага. В Якутске в рамках празднования елки главы республики стартовал детский и гражданский форум «Мы – будущее России». Мероприятие собрало 250 одаренных участников, которые в командах разрабатывают социально значимые проекты. От развития креативной экономики и молодежного туризма до защиты экосистем и создания безопасной онлайн-среды. Всего в этом году на праздничные мероприятия елки приглашены более 700 детей со всего региона. Форум сам призван привлечь подрастающее поколение к реализации стратегии развития Якутии и укрепить дружеские связи между молодежью. Тематика гражданского форума она будет посвящена 8 направлениям, в том числе и направлению по поддержке участников и семей специальной военной операции. И
Конечно, здесь мы говорим, что в рамках гражданского форума будут проведены стратегические сессии, обсуждения, да, видение развития в целом социально-экономического развития нашей республики. Да. И здесь мы в рамках стратегической сессии наши ребята, дети разработают свое видение, да, по 8 направлениям, как будет дальше развиваться наша республика. Во Дворце детского творчества презентовали первый образовательный спутник Якутии. Благодаря запуску аппарата «Чалбон» начнет свою работу особая платформа для школьников. Теперь они смогут проводить собственные эксперименты и исследования, получая данные прямо из космоса. Об этом подробности в нашем следующем сюжете. Над разработкой малого космического аппарата в течение нескольких лет трудились молодые ребята из команды «Якутские космические системы». Это выпускники физико-технического лицея имени академика Ларионова и детского технопарка «Кванториум». В 2017 году сюда, в «Кванториум», пришли несколько ребят. Андрей Николаевич Петров, Тимур Андреевич Ларионов, позже присоединился Анатолий Юрьевич Антонов. И они с 2020 года начали разрабатывать идею, собственно, малого космического аппарата. Успешно защитились, получили грант. До сегодняшнего дня они долго шли к этой цели. Разрабатывали спутник, я им еще помогал как бортовой разработчик. Сам запуск спутника планируется 28 декабря с космодрома Восточный в Амурской области. И уже тогда «Чалбон» начнет свою работу. Аппарат будет проводить фиксирование гравитационных измерений и съемки поверхности Земли. Мы видим сейчас, что пролетает рядом с нами спутник Метеора. Метеором-2 – это метеоспутник. Мы можем попробовать его принять сигнал, аудиосигнал. Также мы можем принять и малый космический аппарат «Чалбон». Для проведения образовательной работы на базе Малой академии наук созданы Центр управления полетом и школьная сеть обмена данными. Ученики, которые интересуются космосом и наукой, получат доступ к безграничному ресурсу данных для своих начинаний. Такие, как я, это конечные пользователи продукта. Я собираюсь проводить эксперименты, связанные с этой платформой, непосредственно на ней. Такие проекты очень важны для образования и исследований учеников и юных исследователей. Это возможность проводить более серьезные исследования, получать более достоверную и практическую информацию. Команда «Кванториума» выйдет на место запуска уже на следующей неделе, а в будущем планируется разработка еще более совершенного аппарата «Харах», который будет направлен на дистанционное зондирование Земли с космоса. Диана Антонова, Нюргун Старостин, Якутск. Серебряные волонтеры Якутии отметили сразу 2 юбилея. 15 лет со дня запуска проекта «Единение» и 5 лет движению волонтеров республики. Торжественное мероприятие объединило активистов старшего поколения и партнеров инициативы. За годы работы волонтеры реализовали десятки социальных и благотворительных проектов, став примером активного долголетия. В рамках праздника самых активных участников движения наградили благодарственными письмами и памятными наградами. Сам юбилей же стал не только подведением итогов, но и стартом для новых добровольческих инициатив. Мы зарегистрировались в Добро.ру и стали серебряными волонтерами, частью, регионом такого большого движения, как серебряные волонтеры России, молодой душой. И работаем с 20 регионами России в тесном контакте. Это мы выходим по новейшей технологии, значит, по Zoom связи, по телемосту, обмениваемся опытом работы, проводим разные игры для развития моторики, да? Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Столица Алмазного края, Мирный, в эти выходные превратилась в настоящий гастрономический рай. Центральный рынок города стал местом проведения традиционной зимней ярмарки, где собрались фермеры и производители Западной Якутии. Подробности в сюжете.
В этом году на выставке ярмарки сельхозтоваропроизводителей «Алмазная провинция» попробовать свою продукцию предлагали фермеры Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского и других близлежащих районов. Места для них предоставили в торгово-имущественном комплексе «Юбилейный». Мы с города Ленска. Производство у нас находится в селе Батамай. Мы производим молочную, кисломолочную продукцию, сыры. И также у нас есть мясная продукция, телятина. Цены у нас, в принципе, особо не подорожали. На ярмарку мы ездим, цены у нас такие же, как и в Ленске. То есть я считаю, что цены доступны и ниже, даже если брать в Мирнинском районе, посмотрели, у нас ниже цены. На ярмарке все желающие могли не только купить свежие продукты алмазного региона, но и просто продегустировать. Покупатели же радуют, что цены на свежее мясо приемлемы по местным расценкам. Спасибо большое организаторам таких ярмарок, которые у нас проходят ежегодно в преддверии Нового года. Здесь можно приобрести всю необходимую продукцию сельхоз, которую производят наши местные производители. Очень здорово, что действительно есть такие ярмарки. Да? Я вот уже купила все, что мне было необходимо. Ассортимент большой, но каждый год привозят в ближайшие улуцы. Да? И, конечно же, очень нравится. Я, допустим, покупаю масло всегда. Каждый год на ярмарке, вот. И много всего. И очень классно, что каждый год нам приезжают перед Новым годом. Это как бы вообще замечательное мероприятие. И вообще вот такие юбилейные, да, вот проводят каждый год. И украшают все тут так торжественно все проходит. Супер. На выставке ярмарки был высокий спрос на мясо жеребятины. Не остались без внимания и продавцы свежей рыбы и ягод. В целом за эти выходные жители алмазной столицы купят свежей продукции на всю зиму. Я с Сунтара приехал. Вот свою частное подвое у меня. Вот. Привез жеребятину, вот. Внутренности, печень жеребятины. И брусника своя, вот. Жеребятина стоит 900 рублей. У нас 850. Вот транспортный расход добавляют. И что еще? Кровяная колбаса есть, вот карта есть и жеребятина есть. Все свежее. Печень новогоднюю столу. 4000 килограмм. Сельскохозяйственная ярмарка – это не только возможность для горожан приобрести качественные продукты по доступным ценам, но и важная поддержка местных производителей. Фермеры получили возможность напрямую представить свою продукцию покупателям, наладить новые контакты и расширить свой бизнес. Сегодня у нас в ассортименте колбасы идут. Ветчина будет рублено-варено-копченая, краковская колбасы, рулеты, грудинка, окорки, сырокопченая, вяленая. Чипсы, снековая продукция, много чего будет на сегодня. У нас находится в городе цех, и в нем все производится. Спрос есть, пока не успеваем готовить все на такой большой объем. Ярмарка стала ярким подтверждением того, что сельское хозяйство в Западной Якутии развивается и может предложить потребителям широкий ассортимент качественных и экологически чистых продуктов. Анна Васильева, Мирный. Ну а между тем, до Нового года остаются считанные дни. Сейчас самое время задуматься о том, каким будет праздничный стол. В наступающем году нас ждет символ Красной Лошади. Какие блюда и детали помогут привлечь удачу, узнаем в следующем сюжете. До Нового года остаются считанные дни. Следующий год пройдет под знаком Красной Лошади, символа движения, свободы и энергии. Поэтому и новогодний стол в этом году должен быть легким, гармоничным и продуманным. Красные и золотые оттенки – один из способов притянуть удачу в наступающем году. Их можно использовать как в блюдах, так и в оформлении праздничного стола. Если хрусталь, значит полностью хрусталь должен быть, либо стекло обычное, значит просто чисто стекло. Можно сделать композицию из живых веточек, можно искусственные взять тоже, в этом нет ничего такого. Свеч обязательно, который придает торжество. Стол украшен, теперь можно переходить к приготовлению яств. Бренд-шеф ресторана Николай Атласов советует якутянам отдавать предпочтение легким блюдам без костей – рыба, птица, говядина. Кстати, и конина вполне может занять достойное место на новогоднем столе. Жеребятину надо есть, потому что для других народов это, допустим,
Жеребятина – это как база продуктов. А у нас это как традиционное, если большие праздники и так далее, то есть как же без кровяной колбасы, ребер. Вот, поэтому я думаю, что можно. Как же без салатов? В этом году шеф-повара рекомендуют отойти от классического оливье. Вместо колбасы отварная куриная грудка, а картофель и морковь лучше запечь. Заправку можно сделать более легкой – половина майонеза и половина сметаны. Но и это еще не все кулинарные хитрости. Селедку под шубой я бы посоветовал между слоями, между одним слоем натереть зеленое яблоко. Это даст такую кислинку, такой хруст. Вместо майонеза использовать сметану, добавив туда пол чайной ложечки хрена. Это будет такая бархатистая легкая текстура. Также шеф-повара рекомендуют начинать праздничный ужин с саламата, буквально по 50 граммов перед основным блюдом. Это поможет подготовить организм к приему пищи. Саламат подготавливает желудок и помогает пищеварению. А есть саламаты с начинками, можно добавить рыбу, язык. Также можно и жеребятину, также можно и ягоды. Легкий стол, свежие блюда и гармоничная атмосфера. Так предлагают встречать новогодний праздник. Год Красной Лошади в движении, с хорошим вкусом и без лишней тяжести. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. К слову о еде. Каждый декабрь экономисты, журналисты и простые граждане с любопытством следят за необычным индикатором – индексом Оливье. Этот неформальный, но наглядный показатель отражает динамику цен на ингредиенты традиционного новогоднего салата и служит своеобразным термометром того, как изменилась покупательская способность накануне главного праздника года. Во сколько рублей обойдется в этом году новогоднее блюдо, тратить наличности отправилась и наша съемочная группа. Индекс Оливье – это не просто забавная цифра. Он наглядно демонстрирует, как меняются расходы домохозяйств на базовые продукты. Так, а вот майонез с перепелиным яйцом, мой любимый, 190 грамм, обойдется в 97,90. Мы находимся в одном из супермаркетов города Якутска, где собираем продуктовую корзину к Новому году. Никто не будет спорить, что по-настоящему украшением стола становится традиционный из года в год салат оливье, который в этом году подорожал. Так, например, 8 порций салата теперь, по словам экспертов, обходится в 400 рублей. Любит наш народ побаловать себя и икоркой. Такой продукт тоже представлен на полках магазинов. Так, например, икра лососевая 90 грамм за 1100 рублей. Но в погоне за экономией люди часто обращаются к аналогам. И что мне больше всего нравится, в рейтингах индекса Оливье и новогодней продуктовой корзины начинает появляться икра имитированная. Методика расчета индекса прозрачна и проста. Берется классический рецепт. Для каждого ингредиента определяется средняя розничная цена в выбранном регионе. Стоимость всех компонентов складывается, получается итоговая сумма. По данным исследования, проведенного в декабре этого года, стоимость набора ингредиентов для оливье выросла на 12-18% по сравнению с декабрем прошлого года. Овощи подорожали примерно на 3%. Яйцо практически не подорожало, тоже в районе 3%. Больше всего подорожала консервация. Это горошек и огурчики. Примерно на 22-25%. И хотя индекс Оливье не входит в официальную статистику, он выполняет несколько важных функций. Как минимум показывает, как инфляция влияет на привычный праздничный стол. А если вы стремитесь сэкономить или просто не тратить продукты попусту, действительно, кому нужен тазик Оливье, который где-то ко 2-3 января уже не будет востребован? Можно всегда обратиться к готовой продукции, которая в последние годы в тренде. Так, например, салат Оливье с колбасой, точно такой же, который собираем мы, обойдется 83 рубля за 100 грамм. Для одного человека порция более чем приемлемая. Я не вижу ничего зазорного, чтобы брать готовые блюда. Мы все занятые люди, и жизнь нам дает такой комфорт, как готовую еду. Почему бы не принести домой то, что вкусно, то, что ты уже 100% знаешь, то, что это вкусно, и при этом не сильно бьет по карману. Несмотря на рост цен, миллионы семей продолжат готовить любимый салат, ведь для многих он не просто еда, а символ праздника и единства. Индекс Оливье подтвердил, новогодний стол становится дороже, но традиция остается незыблемой. Отошли от кассы, ажиотаж, сами понимаете, чтобы не толпиться. Но вот такой вот у нас увесистый пакет получился. Я напомню, что здесь у нас составляющие для салата оливье, а также для бутерброда, я подчеркну, что с имитированной икрой. Значит, все это добро обошлось нам в 2002
рубля 18 копеек при наличии скидок по карте лояльности. Ни один новогодний стол также не обходится без игристого. У нас в этом году альтернатива. Вот такая вот забава со вкусом малины и с нулевым содержанием алкоголя. Кстати, это стало самой растратной статьей нашего сегодняшнего бюджета. Обошлась нам такая бутылочка в 238 рублей. Где закупаться и что накрывать на стол, вы выбираете сами. Впрочем, будьте в курсе, что на пару закусок и пару напитков придется точно отдать не меньше пары тысяч рублей. Всероссийские соревнования по боксу на Кубок мэра Хабаровска пополнили копилку побед нерюнгринских спортсменов. Турнир собрал рекордное количество участников – 186 спортсменов из 25 регионов страны. Тему продолжат наши нерюнгринские коллеги. 4 спортсмена спортивного клуба «Боутур» из Нерюнгри приняли участие во всероссийских соревнованиях по боксу на Кубок мэра города Хабаровск, чтобы посостязаться с боксерами высокого класса. 2 нерюнгринцев взяли первые места, 1 спортсмен – второе место. Это мастерский турнир, то есть победители могли получить звание мастера спорта России. Всю работу, которую говорил тренер, мы все выполняли, на все лучшее. И получили звание кандидата в мастера спорта. Первый соперник был с Нерюнгри, с клубом «Лидер». Получилось выиграть второй. Бой был с приморцем. Тоже пацан крепкий был, но благодаря командам тренера получилось победить. Привез второе место. Отбоксировали отлично. В финале у меня не получилось, поэтому занял второе место. Дальше я хочу тренироваться, пахать, ездить на разные соревнования всероссийские, выиграть турнир сильнейших, поехать на Дальний Восток, выиграть на Дальнем Востоке и поехать на Россию. На соревнованиях ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки. Для юных боксеров это еще один шаг к новым спортивным вершинам и укреплению характера. Они не понаслышке знают, что бокс – это не только сила и воля к победе, но и школа дисциплины, уважения и настоящего товарищества. Бокс – это не просто драка, тут надо думать. И я считаю, что главное в этом спорте – это дисциплина. Тут надо пахать, чтобы был норматив, поднимались там всякие, поехать там на республику, выиграть все, чтобы родителей порадовать и все такое. Бокс – это очень хороший спорт. Благодаря нему поднимается очень хорошо опыт. Едешь куда-нибудь на сборы и становишься намного лучше. Бокс – такой вид спорта, где спортсмены выходят на бой не просто, чтобы выиграть и получить награду. Это философия жизни, выраженная в действии. В планах у тренера и воспитанников спортивного клуба «Боутур» не останавливаться на достигнутом. Планы у нас, как всегда, ставим планку выше, задираем. Вот завтра уезжаем на сборы в Республику Дагестан. Приедем в конце месяца. Ну и там после Нового года отдохнем чуток. И после Нового года все, начнем дальше. Заново зарабатывать медали, тренироваться. Впереди у боксеров очередные достойные выступления и новые победы. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.